Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы начинаем первое занятие 2024-2025 учебного года Школы молодого коммуниста. Значит, в прошлом году, точнее это было весной этого года, да, мы завершали изучение устава партии, устав политической партии, Коммунистической партии Российской Федерации. Вот, и начали изучать программу Коммунистической партии Российской Федерации. Сегодня у нас, как говорится, может быть, немножко повтор будет. Мы вновь вернемся к началу, что такое политическая партия, политическая программа партии, и начнем первый раздел. Так, тема у нас сегодня таким образом: программа КПРФ и ее значение. И рассматриваем первую тему: историческая роль программы партии. Так, я немножко, может, повторюсь, повторение мать учения, говорят. Так, такие вопросы рассмотрим. Зачем партии программа? Нужна программа, да? История партийных программ, история партии. Так? И, наконец, исторические условия появления текущей программы КПРФ. Вот три таких вопроса. И потом, да, скорее всего, мы еще с вами начнем. Первый раздел, первый параграф программы о современном мире и России. Итак, зачем партии программа? Программа, расшифровывается как план деятельности какой-то или план работ, да? Это одно понимание программы. Другое понимание, которому мы, собственно говоря, и придаем значение, это изложение основных положений и целей деятельности политических партий, организаций или отдельного деятеля. Вот второе положение, второе значение слова программы мы и принимаем. Зачем партии программа? Да? Любая политическая партия, помимо устава, устав как бы определяет порядок, нормы жизни, да, политической партии, то программа определяет основную цель, задачи, которые ставит перед собой политическая партия. Без программы, партия не может идти вперед, не может, как говорится, бороться за свои идеалы, за свои интересы, за интересы народа в данном случае. Так, насчет истории партийных программ тоже. Я просто сейчас немножко коротко, мы это весной об этом говорили, но еще раз. Первая программа Коммунистической партии появилась в 1848 году. Это знаменитый манифест Коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Вот тогда молодые еще Маркс и Энгельс, Энгельсу было 28 лет, Марксу 30 лет, они вступили в союз справедливых, сначала назывался этот союз. Это союз появился во Франции, но это был союз немецких эмигрантов рабочих. Немецких рабочих эмигрантов. Потом там вступили не только, видимо, немецкие были рабочие, так? И вот Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Энгельс в частности, по-моему, предложил переименовать этот союз из союза справедливых в союз коммунистов. И таким образом союз коммунистов, это является предтечей политической партии, то есть предвестником был первый такой этап. Уже на втором конгрессе этой организации, Союза коммунистов, правление, руководство этого союза попросило Маркса и Энгельса, тогда молодых людей, подготовить манифест. И они его подготовили очень быстро, по-моему, чуть не за месяц-два. Но те, кто читал манифест Коммунистической партии, и Владимир Ильич Ленин, вы знаете, о нем выразился, что эта маленькая книжка, я не принес, надо было показать, да, эта маленькая брошюрка, она стоит целых томов, говорил Ленин. Потому что в этом манифесте Маркс и Энгельс очень удачно изложили основную суть коммунистического движения, его цели, задачи, основные противники там, и стратегию и тактику борьбы даже, там все было изложено. Да?
Поэтому манифест коммунистической партии, вот эта работа, с которой все коммунисты, по идее, вступающие в нашу партию, должны начинать теоретическое овладение марксизмом-ленинизмом. Вот прочитают манифест коммунистической партии, и уже у них возникнет представление. Хотя это, конечно, видите, это работа середины 19 века, но она имеет значение по сей день. Так, это была первая программа коммунистов. Ну и она, причем, вы знаете, действует уже до сих пор, это уже, посчитайте, почти 2 века. Уже скоро будет 2 века, как действует эта программа. Но она действительно на очень долгое время рассчитана и так далее. Так, и, ну вот в этом манифесте, кстати, коротко, как бы Маркс и Энгельс изложили основы своего учения, которые они еще вырабатывали, но они уже основы этого учения, своих взглядов, изложили вот в этой небольшой книжке. Так, следующая программа, ну уже далее дело переходит к России, мы не будем за границу брать, там, Германию, другие страны. Так, мы берем нашу страну. У нас, значит, ну, политические партии, начиная, вы знаете, с декабристов и так далее, зародилось революционное движение. Ну, декабристы это революционеры-дворяне. О них что писал Ленин? Вот у него есть такая статья «Памяти Герцена». Так? Он говорил о том, что декабристы очень далеки от народа, страшно далеки от народа. Ну, они действительно пытались, это была верхушная, такой, скажем, военная в основном молодежь, причем декабристы в большинстве это были дворяне из очень известных родов, знатных родов. Ну и они пытались совершить верхушечный переворот, как это было в 18 веке там, и так далее. Ну вот это, можно сказать, чуть не последний верхушечный переворот, когда они хотели военным путем свергнуть царя и, как говорится, захватив власть, объявить о создании нового государственного устройства страны. Ну, если бы победили декабристы, то мы еще к истории партии будем возвращаться. Вот у нас будет тема истории партии. Ну, я коротко скажу. Конечно, если бы победили декабристы, ну, в лучшем случае получилось бы, что в России зародились бы, значит, основы буржуазного строя. Так? Буржуазной республики. Ну, там, правда, 2 было варианта. Тоже было 2 конституции. Муравьева и Пестеля. Вот. Ну, об этом чуть позже. Ладно. Далее, вы знаете, после декабристов появились разночинцы. Разночинцы – это выходцы, революционеры. Они продолжили дело декабристов, продолжили борьбу за освобождение России, трудового народа России. Разночинцы – это выходцы из разных сословий, не дворянского звания. Это выходцы из среды свящей, значит, ну не то что священнослужителей, да, из семей священнослужителей, купцов, там, как говорится, из разного рода чиновников, может быть, да, небольшого ранга. В общем, короче, это были уже люди разных чинов. Так? А лидером у них был, ну, сначала Герцен Александр Иванович, который, значит, уехал, вынужден был эмигрировать, ну и развил в Лондоне вот такую пропагандистскую работу. У него выходила газета «Колокол» и журнал «Полярная звезда». И был, конечно, на родине, в России, был второй, вот вслед за Герценом появился второй очень крупный лидер, руководитель вот этой разночинной молодежи, прежде всего революционной. Это был Николай Гаврилович Чернышевский, который в конце концов был арестован, вот, сослан в Сибирь на каторгу на 5 лет и потом на вечное поселение к нам в Якутию. Он у нас в Якутии пробыл 12 лет в Вилюйском заточении, в Вилюйском замке. Ну, потом Александр II амнистировал, значит, так, ряд революционеров, ну, в том числе Чернышевского, но он уже был в возрасте, болел, уехал на родину и скончался. Далее, значит, вслед за разночинцами, а у них появилась такая идея, тоже об этом будем позже говорить, более подробнее, да, теория утопического социализма в форме, ну, они ставили задачу поднять крестьян на революцию. Ну, рабочего класса еще не было в России в первой половине 19-го, даже во второй он только зарождался, во второй половине 19 века.
Поэтому рассчитывали на крестьянскую революцию, на крестьянский бунт, да, и считали, что крестьянская община это является зародыш будущего социалистического строя. Ну, вот такой, значит, утопическая форма социализма у них была, крестьянская форма, аграрная форма социализма. Она была, конечно, неосуществима в конечном итоге, потому что крестьяне все-таки, ну, они, во-первых, крестьяне делятся на разные категории, вы знаете, есть зажиточные кулаки, есть средняки, есть бедное крестьянство, да, вот. Конечно, наиболее революционная часть это беднейшее крестьянство, но крестьяне, они, как отмечено было в свое время, они, с одной стороны, труженики, да, и с этой точки зрения они выступают против помещиков, вот, за свои права и так далее. С другой стороны, они собственники, потому что каждый крестьянин, даже при крепостном праве, имел свое хозяйство, свой дом, семью и так далее. Поэтому крестьяне как бы привязаны вот к своему хозяйству, они уйти далеко не могут. Это показали крестьянские войны Разина, Пугачева и так далее, потому что крестьяне воевали в основном в своей области, в своем районе. Дальше они не шли, отрываться от своего хозяйства они надолго не могли. Так, а вот потом приходит поколение революционеров, пролетарских революционеров, рабочего класса. Рабочий класс зародился у нас, ну, он зарождался постепенно, там с 18 века, может быть, да, а в 19 веке набирал силу, и вот оформился как отдельные организации только к концу 19 века. Это Южно-Российский союз рабочего класса возник сначала в Одессе, а потом, чуть позже, возник Северный союз русских рабочих в Петербурге. Вот. Но это были ранние организации, они еще в значительной мере отталкивались от вот этого аграрного социализма, который предложил Герцен, развивал Чернышевский, да? Они еще вот были такие утописты, на утопических позициях стояли. Так, теперь, но постепенно, вот когда Маркс и Энгельс развили свое учение, у них первые труды появились, они стали проникать. Ну да, у нас вот появилась такая еще группа, вот среди разночинцев появилась, значит, группа, которая эмигрировала тоже за границу, группа освобождения труда во главе с Плехановым. Вот эта группа, она сначала действительно стояла на народнических позициях, народники вот стояли за утопический социализм, за крестьянскую революцию. А потом, когда они уехали, познакомились с марксистским учением, они сделали вывод, что в России тоже должна победить пролетарская революция, что вот в России зарождается рабочий класс. И сам Плеханов, ну, они переводили вот эту вот группу освобождения труда, ну, я чуть подробнее потом будем, она переводила труды Маркса и Энгельса на русский язык и пересылали в Россию. А Плеханов, будучи довольно крупным ученым, он сам уже писал труды с марксистских позиций уже по истории. Ну, например, у него там «Социализм и наши задачи», по-моему, есть брошюра и так далее. Короче, таким образом, Плеханов является у нас первым марксистом, его так считают. Он первый марксист России, такой крупный ученый, писал первые труды. Но партия и первая программа у нас все-таки появилась в России благодаря Владимиру Ильичу Ленину. Владимир Ильич Ульянов Ленин, вы знаете, родился в Симбирской губернии, с отличием закончил гимназию, поступил в Казанский университет на юридический факультет, так? Но ввиду того, что это было время Александра III, который после убийства своего отца Александра II начал закручивать гайки. В том числе в университетах везде был введен полицейский надзор, везде полицейские сидели и так далее. Вот студенты Казанского университета, ну, можно сказать, в том числе среди активистов был Владимир Ильич Ульянов Ленин, да, они выступили вот против этого произвола полицейского, за что были исключены из университета с первого курса. И мало того, их отправили в ссылку. Ну, ссылка была, конечно, такая смягченная. Например, Ленина отправили в ссылку в деревню его деда.
Вот, у него дед, значит, имел деревню Кокушкино. И вот в этой деревне, значит, проводил ссылку Ленин. Потом, ввиду того, что он не закончил, очно он не смог учиться, заочно ему не давали учиться, если такая форма вообще была, он закончил университет экстерном, то есть подготовился сам, потом поехал в Петербург, и в Петербургском, вот, столичном университете, сдал экзамены за весь курс юридический. Причем очень, как говорится, на высоком уровне сдал, получил там чуть не первый диплом. И вот стал юристом. Но Ленин юристом работал очень мало, помощником адвоката. Ну, тогда это называлось помощник присяжного поверенного. Да? Вот. Ленин очень, скоро он перешел на революционной деятельности, стал таким подпольным революционером. Да? Ну, он занимался сначала в кружках, в Поволжье, там было несколько кружков в городах, Самаре, там и в других, да, возглавлял эти кружки Федосеев Николай Евграфович, был такой, тоже молодой, очень способный человек, да, ну, был арестован, сослан, кстати, в Сибирь, в Верхоленск, ну, и в тяжелых условиях ссылки он там не выдержал и покончил с собой потом, вот такой был. А Ленин в свое время молодым учился, ну, вот в этих кружках он тоже ходил в них, занимался, там, значит, изучали уже марксистские труды, выступали по ним там и так далее. Ну, через какое-то время Владимир Ильич Ленин переехал в Петербург, и там, значит, он там нашел, конечно, революционеров, и вскоре под его началом, да, он начал работать вот в этих подпольных революционных кружках, они уже приступили постепенно к агитации среди рабочих. В Петербурге много этих промышленных было предприятий, да, заводов, там, фабрик и так далее. И по инициативе Ленина, он вскоре стал лидером там и питерских, значит, революционеров, по его инициативе был создан такая тоже предвестник политической партии «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Так, это 1895 год. И вот эта организация была создана для того, чтобы усилить пропаганду, агитацию среди рабочих Петербурга, да, с тем, чтобы, ну, внести вот это вот социалистическое сознание в рабочие массы, ну и в конце концов подготовить их к решительным боям, да. Но не успели питерские революционеры во главе с Лениным создать этот союз. Кстати, по его примеру, потом в других городах будут создаваться такие же союзы. Также будут называться «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Как его организация будет разгромлена, руководители будут арестованы, и Ленин вместе со своими соратниками окажется в Петропавловской крепости. Вот там сидели, вы помните, в свое время, в Петропавловской крепости, сидели декабристы, сидел Чернышевский, он там написал знаменитый роман «Что делать?», да? Сидел Ленин, так, тоже около года он, по-моему, находился в Петропавловской крепости. Ну, наконец, суд вынес решение, что выслать Ленина, там, ну и других, может, его соратников, на 3 года в ссылку в Сибирь. Вот Ленин попал в Шушинское, вот. Потом к нему, знаете, приехала сосланная в Уфу Надежда Крупская, она приехала к нему, ну, их заставили, полицейские сказали, если вы не обвенчаетесь, да, не поженитесь, значит мы вас разведем, обратно в Крупскую отправим по месту назначения. Ну, им пришлось вот поэтому церковный брак осуществить, так, и они стали жить вместе. Вот во время ссылки Ленина, значит, у нас зародилась впервые Российская социал-демократическая рабочая партия, РСДРП. Первый съезд, ну, кроме Ленина, было много кружков, и там были всякие руководители в разных городах, да. Вот они решили созвать этот первый съезд. Он состоялся в Минске в 1898 году, да. Ну, приехало очень мало делегатов,
я не знаю, там, может быть, человек 9-то и приехало, да, вот, и они сумели только выпустить манифест, подготовить. Что такое манифест, кстати? Вот. Манифест – это провозглашение какого-то действия, какой-то реформы там, и так далее, да, вот, объявление каких-то законов новых. Вот манифест, обычно царские манифесты мы знаем, вот, а тут манифест вышел коммунистической партии, и они избрали ЦК, Центральный комитет, из 9 человек. Вот все, что они успели. Ну, а самые главные документы, вот устав и программу, они не приняли. Поэтому, конечно, организационная партия не была создана. Мало того, избранный ЦК, Центральный комитет, вскоре почти все 9 человек были арестованы. Арестованы, ну, соответственно, или в тюрьмах сидели, или в ссылку отправили их и так далее. Но манифест прозвучал, партия была создана. Вот номинально она была создана, да? Об этом узнал Ленин в Сибири и заявил, что с такого-то времени он считает себя членом РСДРП. Это вот 1898 год. Да? Но узнав о том, что вот фактически партия, ЦК был арестован, что партия не состоялась, да, он решил продолжить это дело, все-таки создать, действительно довести дело создания партии до логического конца. Поэтому еще в ссылке он придумал, как это сделать. С помощью, об этом еще Маркс и Энгельс говорили, что у политической партии должен быть свой печатный орган, газета. И вот с помощью газеты, которую Ленин назвал «Искра», помните, это отталкивался от ответа декабристов на письмо Пушкина. Так? Вот Бестужев, по-моему, написал. И там есть такие слова: «Из искры возгорится...» «Наш скорбный труд не пропадет», писал Бестужев, да? «Из искры возгорится пламя». Вот поэтому Ленин, как бы продолжая, он тем самым, да, намекал, что он продолжает делать декабристов, разночинцев, вот, и так далее, да? Газета «Искра». Но Ленин, закончив ссылку, ему не разрешали жить в столичных городах, вот, он поселился в Пскове, значит, съездил, да, ну, он посетил, тем не менее, ряд городов по дороге, ну, и в Питер съездил, по-моему, договорился, по-моему, везде договаривался о том, что вот будет создана газета, и что нужно будет помочь в ее распространении, вот, ну, может быть, в ее даже там издании, деньги собрать и так далее, да. И после этого он уезжает за границу, и в Германии, в типографии, встречается с Плехановым, вот он ездил, да. Он даже ездил во Францию, там встретился с зятьями, с зятем Маркса, Полем Лафаргом, женатым на одной из дочерей Маркса, да. Вот. Встречался с германскими социал-демократами. Ну и вот в Мюнхене, по-моему, если я не ошибаюсь, был подготовлен, наконец, и издан первый номер газеты «Искра». Вышел он 11 декабря 1901 года, насколько мне помнится, так? Ага. Ну, наша задача, да, вот, короче, благодаря этой «Искре» были объединены разрозненные марксистские кружки по всей России, да? И был создан второй съезд РСДРП, на который приехало 42 делегата, это уже более представительная такая была конференция, да, вернее, съезд. Сначала собрались в Брюсселе, ну, я вообще-то уже вот историю партии вам фактически рассказываю, ну, потом повторюсь, ничего дальше. Затем их вынудила полиция покинуть Бельгию, они переехали в Лондон. Ну, Лондон тогда, может и сейчас, является, ну, вы знаете, там чуть не главным демократическим городом, в котором, как правило, находили там, ну, они предоставляли, что ли, место жительства там и так далее разным политическим революционерам, которых гоняли в разных странах, да, ну вот, в том числе Герцен жил там, Маркс жил, вы знаете, в Лондоне, да, потому что Лондон, ну, вот такой считался более-менее демократической, что ли, столицей, а остальные столицы везде преследовали революционеров. И вот в Лондоне состоялся окончательно этот съезд, да, ну, завершил свою работу. Второй съезд РСДРП. Значит, там основные споры разгорелись вокруг устава. Ну, меньше споров было по программе, программа минимум, программа максимум, да.
Вот. Ну, я просто хочу сказать, что вот первая программа, да, была таким образом принята. Не будем там вдаваться, какие были споры, потом позже расскажу. Значит, на этом съезде была принята, наконец, программа РСДРП, которая состояла из двух частей. Программа «Минимум» и программа «Максимум». Ну, значит, программа «Минимум» гласила о том, что, значит, вот российские социал-демократы, ну тогда так они назывались, да, до коммунистов, социал-демократы должны были сначала провести буржуазно-демократическую революцию, так, в ходе которой надо было свергнуть царя, царский строй, вот эти пережитки, как говорится, еще феодального строя. Это был первый этап, на котором, да, может быть, к власти пришла бы буржуазия, так, вот, но рабочий класс и другие трудовые массы должны были принять участие массовое вот в этой тоже первой революции, да, свержении власти царя. Это у нас произойдет в феврале, вы знаете. А потом на втором этапе уже рабочий класс во главе с партией РСДРП должны были свергнуть буржуазный строй, буржуазное правительство и установить социалистический строй, советское правительство. Что, вы знаете, в 1917 году произойдет очень быстро. Сначала февральская революция, и потом Ленин говорил, что уникальная такая возможность возникла, что можно сразу переходить от одной революции ко второй, от одного этапа к другому. То есть от минимума к максимуму. Что и произойдет в октябре 1917 года. Рабочие массы в союзе с крестьянами, с солдатами и так далее одержат победу, и к власти придет тогда молодая еще партия, значит, во главе с Лениным. Ну, она уже до Октябрьской революции получила название Российская коммунистическая партия большевиков. Так Ленин сказал, что надо переименовать, прямо называть, как это Маркс и Энгельс говорили в свое время. Вот они, Маркс и Энгельс в свое время говорили в манифесте, что мы не скрываем своих целей, задач и так далее. Мы прямо говорим, честно выступаем и так далее. Вот поэтому, значит, вот эта программа, ну, значит, там много разных пунктов, не будем тоже пока об этом говорить, вот историю партии будем рассматривать, там более подробнее. Ну вот основные цели были такие, да, вот буржуазная революция или буржуазно-демократическая на первом этапе и пролетарская или социалистическая на втором этапе, что и потом и было осуществлено. После победы октября, ну, началась гражданская война, вы знаете, и так далее, тем не менее, Ленин в условиях гражданской войны в 19 году, значит, первая программа, я тут забыл, была принята на втором съезде РСДРП в 1903 году. Вот в прошлом году отмечали 120 лет со дня принятия этой программы. В 23 году отмечали. Значит, вторая программа партии была принята в разгар гражданской войны в 19 году. Вот Ленин сумел, несмотря на такие сложные условия, созвать 8-й съезд РКПБ, Российской коммунистической партии большевиков, в 19 году в Москве. И была принята вторая программа партии. Значит, эта программа ставила основной целью строительство социализма. Ну, социализм это как бы считается первый этап, первая стадия коммунистического общества. Да? Ну и, в общем-то, эта программа ставила задачи переходного периода от капитализма к социализму, да, к коммунистическому обществу. Период этот, ну, Ленин, скорее всего, предвидел, что будет он непростым, достаточно долгим и так далее, да. Но у нас потом немножко забегали вперед, конечно, в теоретическом плане, да. И вот считали, что чуть не перед войной уже мы основу социализма построили. Вот. Ну, а потом даже, вы знаете, третья программа уже гласила о том, что социализм построен полностью и окончательно, да. Хотя, конечно, это было забегание вперед. Так, третья программа партии, ну, мы пока кратко так проходим, потом по истории партии, когда пойдем, там, может, чуть подробнее. Третья программа партии была принята в 1961 году на 22-м съезде КПСС уже.
Коммунистической партии Советского Союза. Это было при Никите Сергеевиче Хрущеве. Вот первые две программы были приняты при Владимире Ильиче Ленине. Третья программа при Хрущеве. Программа ставила целью, ну вот я сказал, да, на этом съезде, на 22-м, было, во-первых, зафиксировано, что социализм в нашей стране победил полностью и окончательно. Вот видите, ошибка какая произошла. Было заявлено, это даже еще в 1959 году было заявлено, на 21-м съезде, о том, что попытки реставрации капитализма в нашей стране уже безнадежны, ну, невозможно. Как выяснилось, в 1991 году все-таки такая попытка, к сожалению, произошла. Вот. А тогда считали, нет, уже, как говорится, ну, потому что считали, что внутреннее устройство достаточно прочное нашего государства, внешнее, как говорится, обороноспособность сильно выросла, внешняя политика у нас была такая очень активная, наступательная и так далее. Так, значит, третья программа, основная цель была строительство коммунистического общества в 2 этапа. Это тоже забегание вперед. Потому что, ну, нельзя новое общество так быстро строить, да, за какие-то, вот считайте, это был 61 год, в 67 году будет 50 лет. Не прошло и полувека, 40 с небольшим лет, а уже строим новое общество. Это же так просто не делается. Переходный период очень длительный. Вот в Китае сейчас до сих пор еще идет переходный период. 70 с лишним лет. Да? Вот. Ну, они, конечно, считают, что уже Китай при социализме, ну, это еще ранняя стадия, как и в Советский Союз. И надо этот социализм укреплять и так далее, да? А уж потом переходить к высшей стадии. И вообще коммунизм строить... Вот Хрущев пытался в отдельно взятой стране построить коммунистическое общество. А ведь было враждебное окружение, в мире еще господствовал капитализм. И сейчас в какой-то мере господствует капитализм, да? Ну, в целом капитализм пока еще, да, преобладает на планете. Вот. И вот в таком окружении строить коммунистическое общество, это, конечно, было явное забегание вперед. Вот, причем, значит, в этой программе, третьей программе, ее должны были осуществить тоже в 2 этапа. Не тоже, но в 2 этапа. На первом этапе до 70-го года, 61-го до 70-го, мы должны были догнать Америку вот, по производительности труда, по основным показателям и так далее. Хотя Америка нас там чуть не в 2 раза в то время опережала. Да? Вот должны были скачок такой сделать. А на втором этапе, к 80-му году, мы должны были уже обойти Америку, стать значит, крупнейшей и страной мира, да? Вот. И, ну, и практически как бы основы коммунистического общества были заложены. Там, кстати, принципы, вы помните, при социализме, да, вот прозвучало, по-моему, вот в этот период, что при социализме основной принцип такой: от каждого по способностям, каждому по труду, да? Ну, оплата идет, да, вот, то есть тут, значит, учитывается труд каждого человека, вот. А при коммунизме, вот тоже в это время лозунг появился, да, что от каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну, кстати, вот у нас в этом году вот, трагически ушел наш тоже ученый, доктор философских наук, профессор Лазарь Степанович Филиппов. Вот у него докторская диссертация посвящена разумным потребностям человека. Ну вот, если говорить даже о коммунистическом обществе и так далее, то надо иметь разумные потребности, потому что у людей потребности могут быть, вот сейчас при капитализме невероятные там, да, капиталисты, вот миллиардеры, триллионеры уже есть, да, они островами владеют, кораблями, самолетами, там, недвижимость в огромных количествах и так далее, да, вот. Зачем отдельному человеку вот такие, как говорится, огромные, значит, средства и так далее, которые при жизни он там не успеет не побывать, не освоить и так далее. Поэтому разумные потребности, ну тогда тоже говорили вообще-то о разумных потребностях. И вот такое забегание вперед было. Это вот 3 программы. Ну и наконец мы подходим к нашей программе. Так?
у нас еще вот минут 15 послушайте сейчас, коротко, значит, о программе КПРФ. Ну, фактически это 4-я программа, да, коммунистов. Ну, как КПРФ, она первая, да, была принята на 2-м съезде КПРФ в 1993 году. В 1993 году, вы помните, были знаменитые вот эти трагические события в Москве. Но 2-й съезд состоялся раньше, по-моему, да, до этих событий. И была принята программа КПРФ. С определенными изменениями и дополнениями эта программа действует до сих пор. Вот она, эта программа. Ну, там последние коррективы внесены были, по-моему, в 2013 году, а может быть и позже. Сейчас у меня вот 2016 года. Значит, ну, программа эта создавалась в сложных условиях в 91-93 годов, когда еще шло противостояние, вплоть до вооруженного, вы знаете, в 93 году, между силами, стоящими за сохранение советских институтов, парламентаризма, там, за советскую власть и так далее, фактически, и силами вот этих новых демократов, так называемых, да, ну, фактически представителей капиталистического строя. На тот период, значит, при поддержке, в общем-то, народ тоже как-то не очень тогда еще разбирался во всех этих тонкостях, да, они поддержали Ельцина, его сторонников, ну, значительная часть, потому что они голосовали потом за Конституцию, которую предложил Ельцин, да, за, соответственно, изменение государственных институтов, появилась Государственная Дума, там, ну, появилось вообще вот федеральное собрание, состоящее из 2 частей. Вот. По Конституции у президента очень сильно выросли полномочия и так далее. У нас появилась такая президентская парламентская республика. Хотя Верховный Совет, вот, во главе с Хасбулатовым и так далее, предлагали создать парламентскую республику. Ну, тоже вот на этом основании были противостояния. Значит, сложные были условия. И Компартию, вы помните, Ельцин запретил, КПСС запретил. Ну, суд оправдал, да, он не имел права это делать. И это нарушение любой демократии, даже этой капиталистической. Но в конце концов партия возродилась, но под новым названием. Коммунистическая партия Российской Федерации. Так, вот. Ну и, соответственно, партия приняла новый устав и приняла новую программу. Значит, стратегическая цель партии по новой программе – построение в России обновленного социализма, социализма 21 века. Вот. Ну, это, значит, почему так говорится? Во-первых, в 21 году, конечно, надо постараться вернуть советскую власть, вернуть, как говорится, вернуть страну на рельсы социализма. Почему обновленного? Ну, потому что, учитывая ошибки прошлого, да, недоработки, может, прошлого и так далее, социализм будет несколько обновлен. И вообще будет, вы знаете, социализм тоже в определенной мере переходная эпоха. Это первый этап коммунистического общества, но в определенной мере это переходная эпоха. А к социализму еще надо перейти. Вот если мы одержим победу там на выборах или другим путем придем к власти, да, то будет опять период переходный. Опять вот от этого капитализма, который сейчас навязали, значит, российским народом, значит, надо будет переходить к социализму. Тоже определенный этап понадобится. Скорее всего, будем использовать принципы НЭПа, введенные в свое время Лениным и так далее. Вот я считаю, Китай на этих принципах развивается. То есть сразу переходить, сразу отказываться от, значит, частной собственности, допустим, да, вот от этого мелкого среднего бизнеса мы сразу не можем, это опять наломаем дров. Нужен переход достаточно плавный, да, учитывая вот сознание людей. Люди сами должны прийти к сознанию, что, значит, частная собственность, она хуже, нежели вот общественная собственность, коллективная собственность и так далее, да. И вот надо человека воспитать. Поэтому будет переходный период. Далее что говорится? Вот в преамбуле программы говорится о том, что возврат к капитализму в России – это путь социального регресса, ведущий к национальной катастрофе и гибели нашей цивилизации. Ну, скажем так,
ну да, в худшем случае может такое случиться. Ну, то, что это путь социального регресса, это точно. Что это приведет к национальной катастрофе, ну, видите, по 90-м годам это вполне могло быть. Да? И вообще гибель нашей цивилизации. Ну, гибель нашей цивилизации возможна только в результате войн. Да? Причем ядерной войны. Ну, я надеюсь, до этого не дойдет. Все-таки и на Западе, и у нас понимают, что зачем доводить дело до уничтожения человечества в целом. Человечество и так уже вот в условиях капитализма очень сильно много потеряло. Об этом сейчас вот будем говорить. Да. Капитализм, конечно, это несправедливый строй. И очень много он уже и людям навредил, и природе навредил. Вот так. Значит, ну, переходим к первому разделу или первому параграфу. Сейчас вот успеем или нет. А может быть в следующий раз. Ну, давайте так, я просто сейчас вот... Значит, программа, давайте мы, может быть, на этом пока будем останавливаться, да? Смотрите, программа, она очень небольшая, да? Значит, она состоит вот из небольшой преамбулы, суть которой я вот зачитал, что, значит, стратегическая цель партии построения обновленного социализма, да? И что вот переход к капитализму, это чреват очень большими опасностями. Ну, что мы видим за последние 30 лет. И кризисы, и то, и все. И вот в конце концов вот пытались пристроиться к Западу, а получилось, что разорвали всякие отношения с Западом. Ну, не все, конечно, но основные отношения разорваны, и стоим на грани гибридной войны. Так, программа состоит из ряда разделов или параграфов. Вот первый раздел называется «Современный мир и Россия». Ну, в следующий раз, еще раз. Мы весной о нем говорили, ну, может, еще раз повторим. Второй раздел называется «Уроки истории. Пути спасения Отечества». Да? Он довольно покрупнее раздел этот, да? Вот. Дальше, значит, дальше идет раздел «Три этапа развития страны». Ну, имеется в виду в случае прихода к власти, как будет развиваться страна. В 3 этапа, видите. Дальше. Программа минимум, есть такой параграф. Ну, согласно первой программе, принятой еще Лениным, да, вот тоже делим на программу минимум, что мы должны добиться. Ну, сначала действительно, если одержим победу, даже правительство может будет коалиционное, то есть не однопартийное, а с участием даже представителей других партий. Может быть такое, да? И 5-й раздел – идейное и организационное укрепление КПРФ. Потому что вы знаете, что и Советский Союз держался на коммунистической партии как стержни всего общества. Ну и сейчас, если мы придем к власти, вот этот стержень надо укреплять. И теоретически, и практически в организационном плане, и идейном плане. Вот такие 5 разделов. Ну, последние очень небольшие, там основные, это вот первый раздел и второй, так, о которых мы должны будем поговорить, ну, уже в следующий раз. На этом спасибо, на сегодня заканчиваем наше занятие.